Более 3000 зрителей собрал вечер профессионального бокса «Герои ринга» во дворце спорта «Магаз». Любители единоборств пришли поболеть за своих земляков и насладиться зрелищными поединками. Официальное открытие первого в истории Ингушетии вечера профессионального бокса начинается с приветственного слова хозяев ринга. Глава Ингушетии подчеркивает, то, что спортивный праздник проводится в День Героев Отечества, не случайность. Ведь для того, чтобы стать героем, нужно воспитывать дух и волю, а это по части спортсменов. От нас, от республики, здесь участвуют 7 наших спортсменов. Мы особо раньше не видели. Где-то в интернете, по телевизору, видели, где-то они выступали. Сегодня мы создаем у себя в республике клуб профессионального бокса под руководством Рахима Чевкиева, нашего олимпийского чемпиона. И этот клуб профессионального бокса он заработает до конца этого года в Магазе. И на школе, именно на этой школе, на этом профессиональном боксе будут расти тоже хорошие спортсмены. То есть мы создали условия, вам только заниматься, показывать результаты. Поприветствовал любителя единоборств и вице-президент Федерации профессионального бокса России Сергей Костенко. В честь открытия турнира гость вручил Юнусбеку Евкурову именной золотой пояс. Чтобы вы всегда смотрели на него и всегда вспоминали наш первый турнир по профессиональному боксу «Герой России». После официального открытия наступает время выхода боксеров на ринг. Одними из первых выходит пара спортсменов весовой категории до 76 килограммов. Ингушский боксер Ибрагим Цуров и Григорий Федоров из Самары. В самом начале боя за счет длины рук и меткости проводит несколько удачных ударов. Но соперник хорошо обороняется и также весьма активен. Но к концу раунда преимущество все же на стороне Цурова. Ну а в третьем и четвертом раундах видно, что спортсмены уже изрядно подустали. Но все же Ибрагим Цуров наносит удары намного точнее своего оппонента. Что же касается пятого и последнего шестого раундов, то в них свое преимущество наш земляк сохраняет. Единогласным решением судьи победу присуждают Ибрагиму Цурову. Я благодарен своему противнику Федору, Грише Федорову, который согласился, несмотря на короткую подготовку. Возможно, он бы показал бы более сильный бокс, он поопытнее, у него больше боев. Ну, алхамдулилlah, сделал не все, как хотелось бы, как тренер мне установку давал. Я вот не знаю, ну, как отбоксировал, так отбоксировал. Всем большое спасибо. Наступает время для проведения поединков в полусреднем весе. В весовой категории до 66 килограммов для участия в 6-раундовом бою. На ринг выходит ингушский боксер Зураб Чиниев, против которого будет биться узбекский спортсмен Хуснидин Пулатов. Начиная боксерский поединок, спортсмены не спешат атаковать. Эти ребята предпочитают сначала изучить друг друга. Оба спортсмена весьма сосредоточены и точны в ударах. Но узбекскому боксеру чрезмерная осторожность не принесла успеха. В конце второго раунда техническим нокаутом побеждает Зураб Чиниев. Зураб Чиниев, Республика Ингушетия, красный угол. Обрадованные победой Зураба Чиниева зрители настроились на следующий бой, в котором также будет биться ингушский боксер. Магомеда Нальгиева болельщики встречали по-особенному, поскольку это один из самых долгожданных боев вечера. Против Нальгиева на ринг приглашается Константин Петернов. Этот поединок состоит из 8 раундов. Гиперактивность боксеров, имевшая место быть в начале первого раунда, спустя несколько минут спадает. Ну а в конце раунда Нальгиев проводит несколько ударов. В третьем и четвертом раундах, имея полное преимущество, Нальгиев продолжает прижимать соперника к канатам, не давая ему шансов для ведения боя. В начале 8-го последнего раунда Константин Петернов ведет себя более активнее и старается наверстать упущенное. Но неиссякаемая сила и высокая подготовленность к этому поединку Магомеда Нальгиева не дает никаких шансов чебоксарскому боксеру. Единогласным решением судей в этом бою побеждает Магомед Нальгиев и тем самым остается непобежденным. Мне нравилось, когда меня поддерживают мои родные люди, мой народ меня поддерживал. Была сильная поддержка, и меня это вдохновляло. Каждый раз, когда они выкрикивали, мне хотелось снова идти в атаку.
Под патриотичную ингушскую песню «Из волка не сделаешь пса» группы «Лом» на ринг вышел Рашид Кадзоев. Против нашего земляка выступает украинский боксер Виталий Невеселый. Весовая категория этого 8-раундового поединка – 90 килограмм. Это самый тяжелый вес турнира и один из самых ожидаемых боев вечера. Не знающий поражений Рашид Кадзоев начал поединок с нескольких точных боковых ударов. В течение всего первого раунда преимущество на стороне Рашида. Во втором раунде, хорошо изучив соперника, ингушский боксер буквально обрушил оппонента шквалом мощных и точных ударов и отправил Виталия Невеселого в нокаут. Победу нокаутом одержал и остался непобежденным Рашид Кадзоев, красный угол. Ну а тем временем на ринг вышла следующая пара боксеров – Магомед Булгучев и Максим Чурбанов. Бой за звание чемпиона России весовой категории до 69 килограммов обещал быть намного зрелищнее предыдущих. Ингушский боксер, ведя весьма активную битву, старался завершить бой досрочно. Но в боксе не все так просто. На протяжении всех 10 раундов оба боксера держались достойно. В итоге единогласным решением судьи победу присуждают Максиму Чурбанову. Максим Чурбанов! Вечер профессионального бокса, посвященный героям Отечества, близится к концу. Настоящий восторг на зрительских трибунах ощущался во время последних боев за чемпионские пояса. Исмаил Илиев ведет ожесточенную битву против аргентинского боксера Рикардо Вилалба. На кону пояс чемпиона по версии WBC International. Судя по тактике ведения боя и точным боковым ударам и джабам, Исмаил Илиев хорошо подготовлен и на протяжении всего боя преимущество на стороне ингушского боксера. Техническим нокаутом Исмаил Илиев завоевывает чемпионский пояс по версии WBC International. Я не могу описать свои эмоции, настолько счастлив, что поблагодарю всех своих земляков, особенно своих родителей, своих братьев. Очень счастлив, что выиграл сегодня. Последний и главный поединок вечера за звание чемпиона по версии WBO International и IBF Intercontinental между ингушским боксером Исой Чениевым и филиппинским спортсменом Хуаном Мартином Илордо начинается с гимнов двух государств. В начале боя оба боксера ведут поединок весьма спокойно. Они достаточно опытны и понимают, что в 12-раундовом бою силы нужно беречь. Удар за ударом наносит Иса. Хуан Мартин старается уходить от ударов, но это не всегда получается. С каждым раундом наш боксер все более активен. Он бьет часто и точно, как по корпусу, так и боковыми. В шестом раунде Иса Чениев отправляет филиппинцев в технический нокаут и тем самым становится обладателем двух поясов по версии WBO International и IBF Intercontinental. Все, друзья, Иса Чениев чемпион. Мы хотим подарить этот пояс дворцу спорту ко дню годовщины. Я хочу сказать, Бог долгий стол, они погибли, защищая нашу честь. И я очень горд выступить сегодня именно 9 декабря. Запомнился вот предпоследний бой, мне он больше понравился. Очень соперник такой, достойный, такой хороший предпоследний. Вот крайний бой, который... Вот мы все-таки вот сидели с Денисом Лебедевым, ожидали, что он где-то хитрит противник. Ну, получился противник, почему-то выжидал, но и в итоге получил. То есть он не успел, у него сил много было, мы вот что-то ждали, что он где-то ждет, пока наш спортсмен выдохнется. И поэтому вот этот бой получился как бы больше в одни ворота. А вот, ну, хотя Илиев, он очень Чениев, то есть он очень опытный и достойный пояса чемпиона. Хотелось бы отметить именно правильно подобранный состав пар. Не было явных фаворитов, не было кто-то, все были в равных условиях и всегда была интрига, кто победит. Ну, за исключением, наверное, последней пары. Но давайте не забывать, что там было 2 пояса и люди знали, за что выходили. И филиппинец знал, куда он шел, и Иса знал, зачем он шел. И действительно было, мы ждали, что филиппинец вот-вот раскроет свой потенциал. Но Иса оказался
Не дал раскрыть свой потенциал, сделал свою работу на 5+. Мы видели разнообразные удары, разнообразные комбинации. Мы видели, что он думает в ринге, видели мысль. То есть мы увидели всю красоту бокса. И это был очень классный бой. Но по накалу, по напряженности, конечно, Илиев тоже, это было столкновение характеров. И здесь мы тоже увидели зрелище. Первый в истории Ингушетии вечер профессионального бокса завершился с хорошими результатами для наших спортсменов. Всего в турнире участвовали 7 ингушских боксеров, 6 из которых одержали победу. Итог – 3 чемпионских пояса. Юсуп Гелисханов, Новости 24.